Итак, друзья, сегодня у нас 15 января. На улице минус 50. Как вы можете видеть. Соответственно, очень красиво, да? Многие просят показать морозы. Поэтому я решил немножко поснимать, пройтись по городу Якутску. Сегодня такое пиковое, мне кажется, ну, по прогнозу. Потому что завтра будет 45. Там, ну, уже это не так холодно, как минус 50. Вот, видите, пар очень густой, говорить тяжело. На улице туманище. Ну, прям жестко. Давайте просто прогуляемся, я не знаю. Я импровизирую. Просто взял камеру, вышел. Что будет дальше, посмотрим. Одел я двое подштаников, по-якутски баки, спортивные штаны и сверху вот такие горнолыжные на ноги валенки. Ну, я, наверное, одежду потом отдельно покажу. Самое, в принципе, лицо мерзнет. А так вот домов не видно. Но люди ходят. Все вот такое заснеженное. Вот машины. Кто-то так оставляет. Запарковали, все, она уже точно замороженная. Пальцы сейчас пока возился, телефон достал, что-то камеру убрал, уже сразу руки коченеют очень быстро. На глазах, чтобы вы понимали, вот появляются вот эти все ресницы. Это если я буду идти в маске и дышать в нее, будет пар через глаз. Ну, выходит здесь пар, вот получается из-под маски. И из-за этого, получается, налипают. Если я буду если я буду ходить с открытым лицом, вот так вот, то, в принципе, такого быть не должно. Но так ходить невозможно. Это просто нереально. У меня вот все щипать начинает, дышать тяжело. Балаклаву еще потерял свою. То есть, как я понял, лучше балаклаву иметь сплошную. А здесь дырки вот эти, они вообще не нужны. Ну, а я ее не могу найти. Свою черную. Куда-то потерял. Не знаю, куда иду, если честно. Просто решил с вами пройтись по городу, чтобы вы немножко почувствовали, что такое идти в минус 50 по Якутску. Встретить бы людей, конечно, с кем-нибудь поболтать. Но в такой мороз не знаю, кто со мной захочет общаться. Вот встретил Даниэль из Киргизии. Приехал, да, недавно? Здравствуйте, меня зовут Даниэль. Я недавно прилетел. Как тебе? Расскажи свои впечатления. Как раз ты в самое прекрасное время для Якутии оказался тут. Холодно. Холодно? Да, очень холодно. Невозможно ходить. Унты ношу. Носишь унты, да? Уже приобрел? Да. А на лицо что-нибудь ты вот так вот с открытым ходишь? Нет, я только что вышел. Ну просто вышел так, да, ненадолго? А так вот так закрываюсь, невозможно вообще. А очки как вот тебе? Не холодно от них? Очки это тоже говорят. против ультрафиолета. Это просто... Ну, они же... снимаю, когда выхожу, а то здесь... Ну, больно же становится, ожог да? уходит. Да. Вот. Ну, понял. Ладно, все, не буду отвлекать на работе. Давай, спасибо, что поделился. Пока. Ну вот, конечно, такие деревья высаженные придают какого-то шарма всему этому, на мой взгляд. Как-то так приятно на все это смотреть. Вот теплые остановки в Якутске. Они не везде, не на каждой, конечно же, но много. Вот там вот нету, тут нету, а здесь есть. И вот люди могут, не стоя на морозе, потому что об этом тоже, это, признаюсь, мне все это стало естественным. Меня это ничего не удивляет, но люди пишут, просят, покажи нам. Мы-то этого всего не видим. Я уже не хожу, как раньше, с открытым ртом на все это глядя. О, у меня все покраснело. Обморозил щеки, похоже. Ожидаешь спокойно, автобус подъехал, поехал. То есть, в принципе, перемещаться можно.
Камера села. Сейчас погрел чуть-чуть. Не знаю, я даже не вижу, заработал он или нет, но что-то мигает. В общем, ну вот 5 минут прошелся. Вот так в маске. Уже все заледенело, скорее всего. Не вижу. Вот. Такое тоже место, здесь березки. Вот пока гулял, Сергея встретил Неустроева. Да, привет. В Министерстве Арктики работает. Мы по экспедиции познакомились, когда вот я вернулся, и вот общаемся хорошо. Я тоже хотел поехать, но не получилось по работе. Да, поэтому я знаю, ваша экспедиция такая непростая была. Несколько лет же длилось это все, и поэтому очень поздравляю вас, что вы все-таки достигли своей цели. И спасибо. Просто мощно. Да. Так что ждем фильм. До сих пор не верится, да. Да. Но у нас тематика сегодняшняя — это морозы. Как вам, как местному? Сегодня моей бабушке исполнилось 101 год. И я вот бегаю сейчас по вот таким моментам, надо было кое-что купить и так далее. Да. Так что, 101 это все-таки такая достойная дата. И, конечно, такой холодный день, 15 января. Я всем друзьям, конечно, всех проинформировал, что такой у нас такой хороший день сегодня. Ну, бабушке, конечно, хочется пожелать всего самого наилучшего. А так рад тебя встретить. Взаимно, да, вообще здорово встретились. Да. Ну ладно, Так всем что вот привет. видите, какая у нас погода. Да. Ну, если долго ходить, то как-то привыкаешь. Ну вот вы резко. лицо прячете? Вот, Я на машине езжу, машине, да. да. А так вчера вот ходил, сначала жестко так было, а потом через некоторое время привыкаешь, начинаешь как-то приспосабливаться. И дальше уже можно и ходить. И, в принципе, кто тепло одевается, тот сохраняет тепло и терпит. Тому не страшно, Да. Ну ладно, Вот очень рад был видеть, не буду задерживать. Все, Спасибо. Очень здорово, что я попал к тебе. Да. Даже на ролик. Даже на ролик. Да. Сейчас. Вот как здорово бывает так вот, раз, неожиданная встреча, а мы с Сергеем еще вот после экспедиции переписываемся, общаемся, они там календари сделали с нашими фотографиями с экспедиции, и вот так здорово встретились просто в магазине. Но я, если честно, нагулялся, у меня в целом все нормально, с людьми пытался пообщаться, ну, как-то люди на улице так немножко, не-не-не, все, ну, я понимаю прекрасно, поэтому вот интервью набрать не получилось в такой мороз. И у меня немножко задница, если честно, замерзла. Единственное, что у меня замерзло, помимо вот лица, рук, когда достаю камеры, вот у меня стали ягодицы просто отмерзать. Поэтому, ну все, иду домой греться. Надеюсь, что-то интересное получилось, поснимал. Ну, еще дома, наверное, покажу, ну, как я был одет сейчас. Сниму. Вот. На днях был День печати, 13 января, по-моему, так. И Старый Новый год. И нас позвали в МЧС, специализированную часть. Там награждали журналистов, которые освещают работу, ну, ребят на пожарах, там везде, на чрезвычайных ситуациях. И нас заодно позвали, провели экскурсию, и нам удалось с Мирланом там испытать на себе работу пожарного, когда ты в такой мороз, ну, поливается в одну, то есть как были фотографии, я видел, когда человек весь, ну, вот, пожарный после тушения пожара, весь просто как кусок льда, потому что вода все равно на тебя попадает, она замерзает, и вот нас также облили водой. Ну, в общем, что я рассказываю, сейчас давайте посмотрим, как это было. Друзья, сегодня у нас Старый Новый год, 13 января, и еще сегодня праздник, День российской печати. Вот нас сегодня пригласили в МЧС, специализированную пожарную часть. Ну, пригласили журналистов, тут награждали, давали премию тем, кто освещает работу спасателей МЧС на разных чрезвычайных ситуациях, при пожарах. Давай, вставай, Игорь, я тебя поливать. Надо побегать. Да, побегать. Норматив 100 метров, сколько?
Воздухом холодным их надо. Все, Нормально. маленько. Я вот чувствую, что у меня здесь застыло все. А это А так, ну вот тут тело-то потихоньку так не намокло? твердеет. Твердее, Нет, да? тела нет, ну тут же все герметично. А ребята, когда фотки-то были, у них прям слой там, это Да-да-да. всего. Вот так вот. Да, подожди, такой же будет. Называется «Мы с передачей испытаны на себе» с Русланом Ачировым. Наконец-то я пробовал на себе его шкуру. Сегодня минус 40, 45, наверное. Такой холод. Так, нормально? А эту не снять теперь каску. Она прилипла, да? защелкнута, вот защелка замерзшая. А где? Жесткие, да, эти? Ну да, вот они там. Да еще мы с Мирланом хотим на крещенские купания. Вот что. Через 3 дня. Я, правда, сейчас неделю болел. До этого я закалялся жестко, чтобы так нормально покупаться. Поэтому, надеюсь, у нас получится еще съездить на крещенские. Может быть, сюда вставлю кусочек. Либо отдельно ролик будет. Либо и то, и то. Посмотрим. Камера прям жестко заледенела. Вот штатив металл. И вот до сих пор меня прям обжигает руку. Видите, она... Хотя уже я минут 5 как дома зашел. Аккумулятор вот сейчас поменяю, потому что тут аккумулятор. Ну сейчас вот давайте вам покажу, как я одевался для любопытства. Я специально оделся как неподготовленный человек. По сути, куртка у меня вот, ну давайте сверху начнем. Шапка, обычная вот шапка такая. Я ее купил здесь, когда только приехал на рынке, короче, китайский рынок называют. То есть, ну вот обычная. Вот тут ничего такого. Ну, она чуть-чуть утепленная, да. И балаклава, да, то есть вот такая вот прослойка сверху еще на голове. Ходил я, получается, вот даже не замерз. Ну, то есть голова у меня холода никакого не почувствовала. Капюшон не пришлось одевать. Хотя часто вот люди, ну, конечно же, ходят в капюшонах. Все это вообще закрывается. Но мне это не потребовалось сейчас. А я гулял где-то около часа по улице. Примерно. Ну, может, минут 50. Я что-то надо было засечь. Куртка, одел просто обычный пуховик, который я купил еще в Крыму, будучи. То есть он, ну, вообще там, я не знаю, пух есть, конечно, но его там самый минимум. Я вот сейчас зимой в этом хожу. В принципе, вот, ну, можно видеть, то есть это, ну, тоненький вообще. А есть нормальные зимние пуховики, которые прям вот они конкретно на зиму. Ну, здесь свитер мне подарили друзья. Спасибо большое. Ну, очень прикольно, мне нравится. Вот он такой тепленький шерстяной свитер. И под него я одел еще вот тоненькую кофту. Хотя я обычно так не хожу. Это сейчас я пошел гулять. Решил все-таки, чтобы не замерзнуть. Вот она, ну, такая вот. И футболка. Все. Кофта вот обычная флиска. Тоненькая. Такая. Вот. Значит, на ногах у меня вот такие валенки. Ну, это называется спилки. Тоже купил их там 1000 за 3 в свое время. Сейчас они там 3-5. То есть это такая распространенная обувь в Якутске, которую, если у тебя нет унтов, которые стоят от 30 до 50 тысяч. Ну, женские обычно там с узорами подороже, под 50. Мужские там 30-35. Ну, унты, конечно, крутая вещь, но если нет унтов, вот здесь тоже волочная подошва такая с прорезиненной. Они вот тоже такой ткань типа войлок. И внутри шерсть. И у меня там стельки. То есть вот стелька с такой отражающим слоем. То есть вот ноги у меня ни капли не замерзли. Вообще все, вот я ходил. Никакого даже промерзания не почувствовал. Вот этого достаточно на всю зиму. А носки, вот обычные носки. Получается, вот они. Немножко такие укрепленные, но это синтетические. Я не сказал бы, что они прям теплые, шерстяные. Штаны вот эти, это неподходящий вариант. Вот сразу скажу. То есть это обычные горнолыжные штаны, которые там на погоду минус 5, минус там, ну не знаю, какой-то небольшой минус, чисто чтобы не мокнуть. Тут нет никакого утепления, внутри просто 2 слоя ткани. Ерунда. Ну, у меня просто нужны ватные штаны, нормальные, зимние, у меня таких нету. Если честно, я сколько здесь живу, так и не приобрел. Всякие, ну, есть какие-то, они просто такие более рыболовные. В них ходишь, как этот пингвин. А для города, ну, в них не очень прикольно ходить, лучше какой-нибудь более там
симпатичные штаны купить. Вот это нужно, да. Штаны, вот на самом деле важный момент. Потому что вот смеялись, что я там 2 трусов одел. Как-то в ролике предыдущем рассказывал. Ну, потому что здесь самое неприятное, когда мерзнет задница, грубо говоря. И хочется ее поберечь в тепле, поэтому вот я перестраховался. Сейчас не стал, конечно, надевать. Ну вот, одел, получается, вот у меня спортивки, штаны обычные, пумовские, мои любимые, подштанники и еще одни баки. Все, вот раз, два, три и вот эти. Замерзли у меня только как бы ягодицы. В остальном все по ногам было нормально. Ни колени не промерзали. Все было чуть-чуть хорошо. Вот так, собственно. Так что, ну, можно одеться, и даже если вы приезжаете в Якутию в гости, вы можете вот таких вещей набрать, которые у вас по-любому есть, даже если вы живете в Питере или где-нибудь в теплом регионе, и нормально здесь вот погулять, побыть. Главное, вот, иметь возможность подготовиться. В общем, надеюсь, кому-то это будет полезно. Вот так. Вот так у меня всю зиму. Ну, когда от 40 и выше. Друзья, у нас с вами еще есть кое-чем поделиться. Мне сегодня Илюха позвонил. Всем привет. На следующий день после моих гуляний, 16 января. Расскажи, что, машина у тебя, да? Машина. Сел аккумулятор. Вот есть гаражи у людей. В принципе, у Илюхи есть свой гараж, это здорово, да? Дом вот напротив. Прометей живет, дорогу перешел. Ну, в принципе, здорово. Вот так вот зимовать с машиной вообще круто. Здесь отопление, трубы идут, вода, по-моему, да, там сделано? Центральное отопление. Центральное. Вот и вот гаражный кооператив. Сейчас с вами кое-чем поделимся. Я в экспедицию, когда ехал автопробег, купил вот такое устройство. И вот сейчас мы давайте вам продемонстрируем. Блин, я еще не проснулся, меня Илюха разбудил практически. И речевой аппарат еще не разработал. Так вот, давай сюда. Сейчас мы вам покажем, в общем, это устройство в действии. Так, разверни, да, вот там видишь специальные пазы. Подожди. Поехали. О, все. Круто же, вообще. И заряда тратится. Ну, тут даже не потратилось. Вот оно как показывало половину, так и показывает. Так что очень рекомендую всем автомобилистам. Имейте в машине это устройство. Находит 5 это максимум хорошее. Я купил за 3 на Авито с рук у человека. Очень полезно, да, в машине иметь, и вообще никогда не останетесь в лесу с севшим аккумулятором. Так что вот заодно с Илюком встретились. Ну, не зря приехал, да? Конечно же, для жителей Якутии, Якутска, это кайф, когда есть гараж. Здесь гаражи стоят как квартиры. Особенно в центре, если возле дома. То есть, ну, Илюха, когда покупал квартиру, он сразу гараж здесь приобрел в кооперативе. Потому что реально понимал, что это очень важная вещь. Ни дня не жалеешь, что гараж у тебя приобретен. Месяц по 15. Да. А, да, аренда, кстати, стоит... Ой, сейчас. На морозе резко становится сложно разговаривать. Аренда в среднем 15 тысяч гаража. Можно найти, я помню, находил за 7, но это за городом, где в частном секторе гаражи сдают. То есть, либо там, допустим, гараж есть на двоих. Но я снимал, помню, здесь в Прометее, кстати, у знакомых гараж. Они сдавали один гараж, но там 2 места было. Соответственно, там 2 человека стояли, по 8 тысяч или по 7 мы платили. И я вот, получается, чтобы покататься, приезжал сюда на такси, либо на автобусе. Садился в машину, ездил, ставил сюда обратно и до дома потом в центр там еще опять либо на такси, либо на автобусе. Но чаще всего на такси. И поэтому тоже, если так посчитать, каждый день ездить, те же 15 тысяч уйдут. А, замерзает, да, ходовка? Сразу. Чувствуешь, да, сразу она задубилась? Вот. Сегодня меня Мирлан везет. Нашел я себе напарника. Здорово. Я тебе труханы нашел. Труханы нашел? Купаться в крещете. Супер, взял с собой такие? Что, друзья, сегодня у нас, как вы поняли, 18 число, 18 января, крещение, крещенские купания сегодня. И повезло, что сегодня в Якутске минус 53, прям, это самая жесткая сегодня температура, да, наверное, за всю зиму. Ну, наверное, да, вот одно из таких, прям вот воздух скрипит. Ну, давайте прокатимся.
Вечерний Якутск. Мороз такой. Хоть не пешком. Первый раз я пешком ходил. Ну там было не так жестко. Да, вот я из города, из дома. То есть первый раз, когда я ходил, вот я только приехал в Якутск, считай, первая моя зима. И машины нет, ничего нет, и я пошел пешком. Короче, прогулялся. И снял ролик, прикольный ролик получился. Я вчера пробежался 7 километров, 8 километров почти нормально. 8 километров пробежал? 46 градусов. Да? Нифига ты красавчик. Он, Мирлан, бегать начал. Особенно после экспедиции, да? Ты жестко начал гонять. Да, Иваныч. Жиры. Иваныч тебя, да, это самое замотивировал. Говорит, Да, я бегаю жестко. по 30-ке, а ты чё? 55 человек он нас уделывал там. Ну, Я что-то, подумал, ни хрена Иваныч себе. молодец, Надо за да. себя взяться. Потом еще в 11 году. в 9-м здесь уже было, да? Ваня? Всегда здесь. Да, прикольно, что каждый год по-разному делают. Но какие-то изменения происходят. Рамки. Проверили, в термосе нет ли алкоголя в чай, потому что здесь строго с этим, чтобы никто алкоголь не приносил. Ребята очень дружелюбные на входе. Ну что, вперед? Есть песня? Ну, это до этого тоже так делали, скульптуры. Прям один в один. Я взял бутылки, наберем воды. А пока идем искупаться. О. Хрустит. Ниже полтоса по-любому. Дым такой. Ну что, пошли снимать голых мужиков, как говорится. Здесь вот есть предварительный тамбур. О, Тит, здорово. Ничего себе, ты работаешь, да? Да, О, красавчик. Ничего себе, я ждал тебя увидеть. Дежуришь, работаешь, да, следишь Да, за порядком. Что, все хорошо, все спокойно? да, спокойно все. О, красавчик, Мирлан. А ты вообще бодрячком? Здесь холоднее, чем дома. Мне вот мозги сводит, самое неприятное. Как? Нормально? А теперь пошли на улицу. Испытаем. Главное голову спрятать. Ну, тело быстро замерзает на таком морозе. Я уже чувствую, как ноги начинают отниматься. Самое первое, конечно, ноги, руки, волосы. Ладно, не будем борщить. Что, немножко почувствовали? Ничего себе, жгет прям. Ну вот, так, собственно, и происходит купание здесь, в Якутске. Все, на самом деле, в Якутии организовано гораздо круче, чем где-либо я когда-либо видел вообще. Потому что именно здесь требуется в такие морозы такая серьезная подготовка и организация. За счет этого в Якутске номер один в этом плане. Да, приветствую. Это жестко, сейчас водички набрали с Мирланом. О, пока бутылку донес, пальцы просто окоченели, никогда такого не было. Реально первый раз. Так жестко прям. Три. Вот. Раз, два. Так что водичкой запасся. Все, покупались и спать. Да, сейчас бы я без машины пешком шел бы, я бы тут, наверное, бы точно бы пальцы у меня окоченели. Да, я бы их потерял. Потому что это было сейчас очень больно.